Это бред, провокация и манипуляция. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как эксперты высказались о заявлении главы ГКНБ Кыргызстана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. На прошлой неделе председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан предложил Таджикистану два варианта решения проблем в приграничье. Более подробно об этом в предыдущих наших роликах. До сегодняшнего дня таджикская сторона официально не прокомментировала его заявление, а также не сообщила подробности встречи госкомиссии двух стран в городе Гулистон, Сагдийской области Таджикистана, которая прошла 16-17 марта. Однако таджикское общество взбудоражило это заявление. Пользователи соцсетей запустили флешмоб «Ворух не обменяется» и заявили, что готовы защищать свои земли любым путем. Высказались по этой теме также эксперты и журналисты, культурные деятели и экс-чиновники. Эксперты объяснили, что означает это заявление главы ГКНБ Кыргызстана, почему Душанбе хранит молчание и какой вариант решения вопроса делимитации и демаркации госграницы более приемлемый. Таджикский политолог Парвиз Мулладжанов сказал, что такие предложения, возможно, были выдвинуты в ходе переговоров, но это не означает, что стороны обсуждают их всерьез или что таджикское руководство собирается их принять. В Таджикистане решение по таким вопросам не выносится на публику, все обычно решается внутри какой-либо официальной структуры. Поэтому, скорее всего, правительство объявит свое решение уже задним числом. Маловероятно, чтобы Таджикистан принял один из этих вариантов. Они оба носят ультимативный характер и невыгодны для таджикской стороны, сказал Муладжанов. По его словам, обе стороны не желают обострения конфликта, но пока не сумели найти взаимоприемлемого решения. Нужен процесс взаимных уступок и поиск нестандартных подходов. Лучшим вариантом могла бы стать выработка специального режима использования спорных территорий и дорожных коммуникаций. На сегодняшний день такого варианта еще не было представлено, заключил он. О том, что указанные предложения носят ультимативный характер, написал и политобозреватель Нигматулла Мирсаидов. Интересно, в каком формате эти предложения были выдвинуты за переговорным столом? В такой ли форме, как Камчыбек Ташиев доложил своему президенту, или все же были соблюдены правила дипломатии? Если Ташиев говорил именно так, как излагает пресса, то нельзя эти предложения называть иначе, как ультиматумом, написал он в статье «Ультиматум» или «Переговоры». Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Александр Князев, политолог и эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, считает заявление Ташиева провокационным и неприемлемым. Заявление Ташиева по поводу Воруха провокационно в своей основе. Предлагать то, что априори неприемлемо для другой стороны, значит сознательно заводить весь переговорный процесс в тупик. А если уж и несознательно, то это должно свидетельствовать о просто абсолютной некомпетентности и отсутствии способности к объективной оценке происходящего, сказал он. По его словам, молчание таджикской стороны в этой ситуации неконструктивного, мягко говоря, поведение кыргызской стороны выглядит оправданным. Зачем еще больше усугублять и без того фактически нерешаемые проблемы? Не войну же объявлять. Князев говорит, что к решению этих проблем не готова ни кыргызская, ни таджикская сторона, так как слишком долгое время шло накопление противоречий на разных уровнях, от личностных, бытовых до межстрановых. Нужна кропотливая, поэтапная работа. Нужен хотя бы один положительный прецедент обмена участками, к которому можно было бы в последующем апеллировать и продолжать эту трудную, но, подчеркну еще раз, единственно возможную работу, заключил Александр Князев. А как вы относитесь к такому поведению Кыргызстана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.